Знаете ли вы, что буряты считают, согибая пальцы, начиная с большого пальца? Давайте послушаем, как должны звучать единицы при устном счете. Нэгэн, хойер, горва, дурва, таба, зурга, доло, нема, юха, арба. Когда мы пишем и читаем, а также в словосочетаниях всегда добавляем букву «н». Нэгэн, хойер, гурвэн, дурвэн, табэн, зургаан, долоон, нэмэн, юхэн, арвэн. Теперь посчитаем десятки. Помните, что при устном счете буква «н» не произносится. Арба, хоря, гуша, душа, табе, жара, дала, ная, йыры, зу. Когда пишем и читаем, а также в словосочетаниях всегда добавляем букву «н». Арбын, хорин, гушин, душин, табин, жарын, далын, найын, йырын, зун. Лайфхак! Заметили, что почти все десятки начинаются на ту же букву, что и единицы или созвучно. Хорин, хойер, гушин, гурвын, душин, дурвын, табин, табын, жарын, зурган, далын, долоң, найың, немің, йырың, юхың. Составные числительные образуются прибавлением единиц к десяткам и сотням. Например, арбың, нэгің, хорин, табың, далың, зургаң, гушың, гурвың. Сотни образуются с помощью слова «зум» – 100. Зум, хойер зум, гурвын зум, дурвын зум, табын зум,
Зурган сун. Долон сун. Немын сун. Юхын зун. Составные числительные образуются прибавлением единиц к десяткам и сотням. Зун нэгэн. Зурган зун хорин долон. Юхын зун тавин нэгэн. Запомни, как называются остальные числа. Мянгын. Арвын мянгын. Тумын. Сая. Тырбум. Сможешь прочитать это число по-бурятски? Хойыр сайы, тамынзун мянгы, долонзун душын хойыр. Мы знаем, что у тебя получится.